Вадим Чельдиев, заслуженный артист Северной Осетии, мечтает возродить осетинскую оперу. Считает, что лучше голосом ласкать слух зрителя, а не разбивать стаканы. Считаете ли вы себя примером для подражания? Смотря для кого. Ну, надеюсь, для своих младших товарищей, для родственников младших. Надеюсь, когда-нибудь для сына своего. На что вам не хватает смелости? На трусость. Боюсь забояться очень сильно с детства. Демократия или коммунизм? Социализм. В коммунизме пожили те, кого я очень сильно люблю и доверяю. В демократии пожил я сам. Хочу какого-то микса между тем, что было и есть сейчас. Есть сейчас много хорошего, чего не было тогда. И можно отнести к прошлому то же самое. Но сегодня я лично не наблюдаю такого колоссального скачка куда-то, чтобы я был чем-то доволен. А социализм — это больше внимание социуму, это больше внимание культуре, простым людям, работягам, трудягам и так далее. Демократия — это демон по имени Кратий, это друг капитализма. Капитализм, как говорил Карл Маркс, это эксплуатация одного человека другим человеком. Поэтому меня это не может радовать, не знаю. Какие мечты детства вы воплотили в жизнь? Никаких. Я мечтал стать милиционером, плотником, космонавтом. Ничего из меня не получилось из того, что я мечтал, к сожалению, в детстве. Что для вас главное в жизни? Для меня главное в жизни, наверное, понять, кто ты и для чего ты. Это, наверное, есть предназначение. Мне кажется, что если ты не понял это вовремя, очень плохо. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Естественно. Там очень много обстоятельств рядом с этой дружбой. Но есть, конечно, у меня много подруг, с кем я... не разделяются они как-то. Дружба, она и дружба. То, что может сделать друг мужчина, не сможет женщина. Но и также то, что сделает женщина друг, это невозможно мужчине. Тут нельзя разделять, тут надо иметь и тех рядом. Часто ли нарушаете закон? Да, потому что, все нарушают закон. Почему я хочу социализма больше? В демократии закон, не нарушив закон, и жить честно невозможно, к сожалению. Это очень много примеров. Нельзя платить в современной демократии налоги в государство, все почистую. Тебе придет налоговая и скажет: а мы здесь зачем сидим? Поэтому нарушают закон все. И по мере возможности мы тоже этот закон нарушаем, потому что законы сделаны именно так, что их невозможно. Я не говорю про криминал, бандитизм и так далее. Какие-то дорогу перехожу в неправильном месте, я нарушаю закон. Потому что какой-то тупой дядя сделал эту разметку как-то не так. Что мне делать? Я опаздывал, я нарушу закон, перейду. Но не украду никогда, ни у кого ничего. Чужого не возьму и, честно говоря, даже не подниму. Если бы вы могли стать невидимкой, куда бы пошли? Ой-ой-ой, это точно я вам не скажу. Не потому что не знаю, а потому что зачем? Как вы относитесь к смертной казни? Очень положительно. Потому что я считаю, что есть некая безнаказанность в жизни людей, которая позволяет им творить то, что человек делать не должен. Я не знаю, я считаю, что она должна быть. И я не понимаю, как человек, который взял и исковеркал душевный мир ребенка, должен жить дальше, ходить по земле. Я не знаю просто примеров, когда тюрьма кого-то исправила. Я не говорю про массовые казни, но есть реально люди, которые не заслуживают жизни на этой земле. Можете ли разбить стакан голосом? Разбить стакан голосом? Нет, конечно, нет, и не буду, наверное, никогда. Лучше ласкать ухо человека, чем разбивать стакан. Это же разное.
Действительно ли оперные певцы должны соблюдать режим сна и отдыха, чтобы беречь голос? То же самое, что делают спортсмены, то же самое делают и певцы, потому что это очень ответственно. Это не выйти прочитать. Когда люди читают спектакль, у них уже садится голос. Естественно, если ты не доспал, переспал, не доел, переел, там все очень настолько тонко, что жить не хочется иногда.